Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валеев, а у нас в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. В прошлый раз мы разобрали первое крупное восстание, которое состоялось в середине 17 века, а сегодня будем говорить уже о следующем. Правильно я понимаю? Да. Восстание, о котором вы сейчас сказали, в 1662-64 годах в народе получило название Дайчиновщина. Восстание началось из-за башкиро-калмыцких противоречий. Тогда калмыками правил князь Дайчин или Тайша Дайчин. Сам Дайчин потом на втором этапе восстания присоединился вместе с калмыками, перешел на сторону восставших башкир, привел Кучумовичей, и потом башкиры даже пожалели о том, что призвали к себе в союз вот таких союзников, которые, собственно, не особо-то воевали, а больше разорением территории занимались. Только вот это восстание закончилось, или можно говорить, что оно и не заканчивалось, потому что какие-то спорадические выступления мы видим до конца 60-х годов. И в 70-х году брожение, поскольку исторических источников не так много сохранилось, мы можем просто смутно только догадываться, в общем-то, почему вот какое-то умиротворение не наступает. Вот постоянно какое-то вот такое брожение происходит. Вот, допустим, упомянутый в прошлой передаче немецкий путешественник, который проезжал через Сибирь, пишет, что вот в 1667 году Кучук-царевич, сибирский Кучумович, которого башкиры провозгласили своим ханом, вот приходил в Натарский уезд в Западной Сибирь вместе с башкирами. Вот он пишет: население Южной Сибири жаловалось на то, что пострадал от много воинского разорения, от калмыцких и от царевичевых воинских людей, и от башкирцев, что Кучук-царевич приходил под Тарский город. Имеется в виду набег на Тарский уезд 1667 года. Постоянно вот это идет, и вот этот же немец тоже писал: вот этот царевич имеет при себе немного людей, именно башкирцев, но тем не менее каждый год примерно во время жатвы делает набеги на границе в Сибири. Там, где он в состоянии это сделать, уводит он много людей и скота. Этот царевич выдает себя за наследника этого края и никогда не отдастся добровольно. Иногда ему удается перетянуть на свою сторону башкир, и тогда он делает из этого большой шум. Это вот что касается восточного направления. Но и в западном направлении мы видим то же самое. Вот в 1669 году, сейчас город Заинск есть, на территории Татарстана, тогда это была крепость Заинск, приехали в крепость Заинского присуду разных деревень Чуваши, то есть казанские татары, с женами и детьми, со скотом в осаду, боясь изменников-башкирцев. И в расспросе ему Михаилу сказали, ездили они проведывать про воинских людей на ик башкирцам. И ицкие башкирцы-вотчинники сказывали им, чтобы чуваши отнюдь в деревнях не жили, стоят где воинских людей в вершинах соку реки на Кундурче в большом собрании. И вот собираются все разорять. Потом началось восстание, как раз совпало из Степана Разина на Волге. И тут опять, мы видим, в 1670 году башкиры нападают на Самару, идут дальше. Под Саратовом атакуют отряд московских стрельцов, вот написано, в урочище Каники-Тубеки, на них, то есть на стрельцов, били с горной и с луговой стороны воровские люди, изменники-башкирцы, большими людьми в Бударях, в Осте и больше, и бой с ним был большой. В Бударях это лодки, то есть они, получается, даже на суднах, как-то вот так, это вообще какие-то удивительные сведения. А потом вот дальше, кунгурский воевода в 1675 году писал, что у башкир вверх Аю реки был скоб, чтобы кунгур воевать. Потом наблюдалась интенсивная подготовка к восстанию. Верхотурский воевода получил тайную грамоту со строжайшим запрещением продавать огнестрельное оружие башкирам и калмыкам. И вот цитата. «И по сибирской дороге за Уралом от города Уфы в дальних местах объявились у многих башкирцев пищали, винтовки многие, да и по городовую, то есть по западную сторону Уфы у башкирцев пищали есть. И пищальной стрельбе изучились, а лучную стрельбу покинули». Потом приказчик Аяцкой слободы Фрол Арапов также сообщает: башкирцы все лошадей кормят, луки и стрелы делают, и ружья у них много. У каждого человека пищали по 2 и по 3 винтовки. Мы в прошлый раз говорили, что одной из причин первого этого крупного восстания стал некий союз калмыков, с царскими властями московскими. Вот к периоду 80-х годов эта ситуация как развивалась? Как раз уже накануне этого восстание началось в 1681 году, мы тоже сейчас коснемся, как оно называлось и почему. В 1680 году в Москве были получены известия, что калмыцкий Тайша Аюка Манчаков, это уже внук Дайчина, заключил мир с крымским ханом и отправил 2000 всадников в набег на пограничные русские города. Историк Сергей Соловьев пишет: извещали, что Аюка хочет помириться и с уфимскими башкирцами, чтобы вместе с ними ходить войной под казачьи городки, под Самару и другие украинные города. Башкиры также начали перевозиться на Волгу с луговой стороны, на Ногайскую, то есть правобережье Волги. Но смысл этих событий стал ясен. В июле 1680 года 3000 крымских татар, калмыков и черкесов напали на Пензу, сожгли посад, ушли в степь.
Интересно, что набегом руководил вот знаменитый Хазбулат Муцалович Черкасский, вот о нем песни поют. Хазбулат удалой, бедна сакля твоя, то есть вот эта известная песня, это о нем. Это кабардинский князь, который в 1675 году был на стороне царского правительства и возглавил крымский поход, в котором участвовали, значит, кабардинцы, калмыки, башкиры, казаки донские. Ходили, значит, в Крым, перешли в Брод-Севаш. Вот этот уже упомянутый Фрол Арапов, приказчик Аятской слободы, в 1678 году, то есть за 3 года до восстания, говорил, что вот приходил в деревню Ариево, это, значит, ныне село Богородское, Пермского края, и сообщал: в той деревне приезжали к ним татарам башкирцы, человек с 10, и говорили между собой, будут где они на это лето приходить в Кунгур и сибирские слободы весною, как снег сойдет. А ему, Фролку, они, башкирцы, говорили, чтобы он из Аятской слободы выехал, потому что где Фролка им свой, татарский, башкирский язык знает. И они же, башкирцы, промеж себя говорили, город Чигирин, турские, ну то есть турецкие, и крымские люди взяли, и наших великого государя людей побили. Потому они тоже будут приходить, что их вера одна. Турские, крымские люди будут там биться, а они, башкирцы, станут в Сибири биться и воевать. Разговоры послушны Араповым, потом уже получили реально подоплеку. Вот в 1672 году из Стамбула вернулся русский толмач, ну то есть посол Василий Даудов, и сообщил тревожную весть. Астраханские и казанские татары и башкирцы приходили к султану с просьбой, чтобы он их всех принял в подданство, жалуясь, будто московские народы, ненавидя их бусурманскую веру, многие из них бьют до смерти и разоряют беспрестанно. Султан отвечал, чтобы потерпели немного, и пожаловал кафтанами. И вот начинается это восстание. То есть, опять же, непонятно. Вот обычно в историографии причины восстания указывается, что вот якобы политика насильственной христианизации началась, да, то есть надо смотреть, насколько это соответствовало, да, действительности. Надо, наверное, исходить из того, что вообще вот этот религиозный фонд при царе Алексее Михайловиче, к началу восстания он уже умер, но это уже были как бы последствия его политики. Вот она была такая, в общем, неблагоприятная в Московском царстве. Вот мы знаем, в России там случился вот этот церковный раскол, потом патриарх Никон, и вот он повел такую агрессивную церковную политику. Вот уже церковь стала не просто, так скажем, прибежищем, да, там для страждущих душ, чем она, собственно, и должна. Но вот она превратилась в такую мощную политическую силу, там ведь Никон, он же ведь даже пытался поставить церковную власть выше царской, и даже вот на этой почве они и с Алексеем Михайловичем, в общем-то, у них и разлад произошел, пытался указывать, как нужно себя вести. Вот Никон был сторонником вот этой богатой церкви, не церкви нищих, такой начался цезарепапизм, да, или папа-цезаризм, не знаю. Вот, и считается, что непосредственной причиной стал вот указ правительства там, 16 мая 1681 года, по которому вот, добровольно крестившимся иноверцам предоставлялись льготы. И, значит, служилые татары и мурзы тоже, значит, если они крестятся, то им оставляется поместье. Вот их поместье. Если не крестятся, значит, все, у них изымается. Но можно ли назвать эту политику насильственным крещением? Здесь вопрос, на самом деле, спорный, вот, да? Вот то я есть коррупционная составляющая да, налицо. то есть, да, тебя просто ставят перед выбором. Что тебе там, скажем, дороже, да? Такое. Конечно, это дискриминационный закон, безусловно. Но можно ли назвать это насильственным крещением? Да, тоже вопрос. Причем, почему восстание-то в Башкирии вспыхнуло? Это же указ Башкир вообще не касался никаким образом. Никаким образом. Он касался любых народов, в принципе, которые готовы были. Любых людей. Правильно, но башкиры они никак не могли, потому что башкиры, что тогда Башкирии? Там московская власть, оно не имело там серьезных рычагов давления на башкирское общество. Это в первую очередь касалось народов Поволжья. Значит, марийцев, чувашей, вот, казанских татар, служилых татар, мурсы и так далее. И вот кто-то отказался креститься, потеряв при этом, ну, полностью, так скажем, поместье, и вот превратились. Вот с этого момента и пошло выражение «лапотные мурзы», да, Чабаталы Мурзалар. Потому что уже с этого момента правительство, в общем-то, отказалось от этого сословия служилых мурз. Они свою задачу выполнили. Вот мы же знаем, да, при взятии Казанского ханства, они, мурзы, служилые и татары, Касимовское ханство, вассального Москве, они составляли основную часть кавалерии. Вот здесь они отработали, здесь уже в них нужды не было. И вот те, кто отказался принимать крещение, превратились вот этих в лапотных мурз. И постепенно они уже стали просто в сословии государственных крестьян. Те, которые крестились, сохранили свои поместья, пополнили сословие русского дворянства. Отсюда вот мы знаем, да, все вот эти фамилии известные. Да, фамилии известные русских дворян. Что касается Башкирии, вот я вот, честно говоря, не вижу, что вот эти указы могли как-то, скажем, вызвать, ну, это Башкир впрямую никак не касался. Зачем они восстание должны понимать? Я тут вижу другое, что как раз вот в период Никона
стали происходить массовые конфискации вот в Западной Башкирии башкирских вотчин под монастыри, под владения. Вот, тоже это было с религиозной политикой связано, но это не было связано с указами, вот, в кавычках, о так называемом насильственном То есть крещении. речь не шла о выборе там креститься или не Нет, креститься, нет, а речь о том, что забрать землю под монастырь. Вот мы видим тут по документам. Вот, допустим, взяли ниже устья Белой, были отданы по указу дьяка Федора Грибоедова Савино-Сторожевскому монастырю на 5-летний срок. Были рыбные ловли отданы, земли отдали. Потом целую деревню Ушар, семиостровная, такая деревня была огромная, сейчас она под водой Нижнекамского водохранилища. Это Ушар, это башкиры Енейской волости, это крупнейшая была деревня. Взяли их, вотчину тоже вот под монастыри отдали. И вот в 1682 году башкир Боярской волости Арак Токтамышев бил царю с жалобой на строителя Камско-Богородской пустыни старца Афанасия, что сверх от окупных тех вод он архимандрит с братьев владеет поками их рыбными ловлями. А известно, для чего эти монастыри нужны были церкви именно вот на этой территории, где, в общем-то, жили представители других религий? Ну вот, колонизация ее, как всегда, недооценивают, но вот в 17 веке это было, так скажем, заметное наступление. Оно вызывало вот изъятие таких вот крупных угодий, особенно рыбных, чем-то надо было кормиться. И вот именно в условиях вот этой активной монастырской колонизации и миссионерской деятельности брожение началось. И появился мусульманский проповедник, по всей видимости, суфийский шейх Саид Джафар. Рычков, который жил в середине 18 века, пишет: главным зачинщиком и предводителем бунта был башкирский их старшина Сеид, от которого и называется бунт сеитовский. Но я тут сомневаюсь, что это так, потому что есть другие источники, вот именно автохтонного характера, да, где он называется Сеид Джафар. Получается, его настоящее имя Джафар, а что такое Сеид? Сеиды — это вот такая была прослойка мусульманских священнослужителей. Они считались потомками пророка Мухаммеда. Сеид — это господин, Саид. Целая была такая прослойка. Причем она везде была. Она и в Турции, она и в Иране. То есть, и такое их огромное количество, там сотни тысяч вот этих сеидов. Ну, понятно, что все не могут быть потомками пророка. Тем не менее, то есть люди верили, что это потомки, это, видимо, все там, значит, с какой-то такой подложной генеалогией. Но, тем не менее, люди верили, а это самое главное. Допустим, башкирский историк и журналист Абдрахман Фахридинов, сын знаменитого Резаидина Фахридинова, просветителя, писал: этот бунт придает башкирскому движению новый оттенок. Теперь во главе него стоят не сибирские ханы, боровшиеся за возвращение своего трона, а муллы. Старшина Сеид, известный среди башкир по имени Саид Джафар, будучи муллой, почитался башкирами за святого. И начинается восстание. Восстает сначала вся Казанская дорога, то есть Западная Башкирия, вот как раз, которая наиболее пострадала вот в ходе вот этой монастырской колонизации. Из Уфы выступает отряд воевода Каркодинова, у них происходит бой на реке Ик. Заканчивается в ничью, шейх был ранен сам, вот этот Саид Джафар, но не был разбит. Начались между ними переговоры, в общем-то, и враждующие стороны разошлись. Вот власти пишут, что башкирцы в то же время Сибирской и Осинской дороги к тому воровству, измене не приставали. То есть Сибирская дорога пока осталась безучастной вот на тот момент. Однако вскоре ситуация резко меняется. Крестьяне Чусовской слободы, побывавшие в районе Уфы в конце 1682 года, рисовали уже другую картину. Уфимский город в осаде от мордвы, черемис и башкирцев. И многое время к Уфе приступают, а тех воинских людей 30 тысяч. А казанские пригороды повоевали 7 пригородов. То есть что такое казанские пригороды? Это мы сейчас нашим представляем. Пригород вот, Казани, да? Казань. Нет, пригород — это не то. Это вот, значит, тогда была градация, значит, у населенных пунктов. Город, пригород — это значит городок. Пригород, то есть не совсем город. Вот. Маленький город. Да-да, пригородами назывались просто городки. Вот эти 7 пригородов, это вот как раз вот эта Закамская засечная линия, она начинается Мензелинск, Заинск, Новошишминск, сейчас проходит по территории Татарстана, уходит в Самарскую область, Алексеевск, и вот до Самары, вот засечной линии, которая была построена в середине 17 века. Вот 7 пригородов, говорит, повоевали. Разорили, получается. Представляете, какой был удар сильный? Далее повстанцы идут дальше, осаждают Мензелинск, взяли село Челны и атаковали крепость Белярск. Вот, кстати, он тоже в эту засечную линию входил. Приходили изменники, башкирцы и татара, многие людьми, и к Белярску приступали с огнем. И слободы выжгли без остатку, и многих булярских стрельцов побили и в полон поймали. И в то же время начинается восстание на Сибирской дороге. Башкиры атаковали Колчеданский и Катайские остроги в Заурале. Катайский острог — это сейчас город Катайск Свердловской области. Вот представляете, да, охват восстания? Огромный просто. А благодаря чему такие успехи были достигнуты? То есть не было сопротивления практически восставшим? Ну как, почему?
Сопротивление было, но представляете, вот такая огромная территория. Башкиры были мастерами вот этой степной войны, то есть действовали небольшими отрядами. Но тут начинается опять. Решили западные башкиры, вот Сеид Джафар, один полюс восстания, а тут башкиры Казанской дороги и, как пишут Чуваша, казанские татары, в 1682 году по присылке изменников башкирцев и чуваш пришел к ним, башкирцам, Аюка Тайша с калмыками и с нагайцы, и едисаны, и стоит в башкирской деревне Карабаш. Призвали, опять калмыков, чтобы бороться с западной Башкирией. Почему они? Потому что от Казани недалеко, и, вот оттуда их-то могли достать регулярно часть, и они вот решили призвать опять калмыков. То есть опять наступает на те же грабли предыдущего восстания. Их же надо было легитимировать нахождение башкиров в Казани, и, естественно, калмыки приводят с собой очередного Кучумовича, Султан Хасана. Султан, чтобы вы понимали, в титулатуре. Хан — это тот, кого провозгласили, а царевич, который еще не провозглашенный, или, принц крови и так далее, они султанами назывались. Вот Султан Хасан, сын Давлетгирея. И вот его опять провозглашают в Западной Башкирии ханом, и вот тут начинается повтор истории прошлогоднего восстания. Опять калмыки ходят, разоряют Западную Башкирию, выходят в Пермский край, башкиры вместе с калмыками. В Зурале тоже башкиры атакуют Уткинскую слободу, полностью, уничтожили. Опять Колчеданский и Катайский острог. Колчеданский острог, кстати, был взят, Катайский осажден. Вот Колчеданская слобода на Исете выявлена и разорена, крестьяне порублены. А Катайский острожек обсадили, и деревни повоеваны. Из Тобольска высланы, 2000 ратных людей, с которыми, с башкирами состоялось крупное сражение в верховьях Яйка. Был где бой большой с башкирцы и иные иноверцы. Это уже 83-й год идет? Это еще пока 82-й. Ага. Вот. Правительство решило мобилизовать крупные воинские силы и отправило их в Казань, чтобы оттуда потом уже в Башкирию отправить. И для поднятия духа 11 июня 1682 года государи, малолетние царевичи Иван и Петр Алексеевичи и царевна Софья провожали в Казань образы и знамений Пресвятой Богородицы. Вместе с тем власти заверили башкир, что вменяют воры вам, всем башкирцам, и чуваше, и черемисе ложно, что будто вас, басурманов, велено крестить неволею, то есть отказывается. То есть они говорят, что это не было такого, указывает, это вам вменяет обманным путем. И того нашего великих государей о крещении не бывало и ныне нет. Что, в принципе, правда, не было вот такого о повальном крещении. Потом, что происходит? Вот эти калмыки, опять, как всегда, как их обвинять? Это вот кочевник пришли, понятно, он там что видит, то и грабит. Вот. И тут лагерь повстанцев разделяется на несколько частей. Садой, так скажем, патриоты группируются вокруг Сеид Джафара. Вместе с ним вот главарь башкиров и Ногайской дороги, башкирский Тархан Кыпчакской волости Ишмухамед Давлетбаев. Написано: а вор де Сеид Саферка ушел в башкирцы за Уфу к Ишмамед Тархану. А калмыки, и нагайцы, и десаны шли к башкирцам, и на степи у него, у Аюки отогнали, он Ишмамед Тархан с башкирцей лошадей. Вот какая даже у них вражда произошла. Другой, лагерь калмыки с Кучувичем Хасаном, в лагере которых тоже часть башкир находится. И третья часть, третий лагерь, он такой, лоялисты сразу объявились, которые, в виде бесчинцев калмыков начали оказывать организованное сопротивление, во-первых, и искать пути к примирению с царским правительством. Вот, допустим, башкир Катайской волоси, это другой уже Ишмухамед, по прозвищу Кривой, собрал отряд, потом обратился к властям Уфы, чтобы ему, Ишмамету, дали силы русских людей 1000 человек на Тайшу калмыцкого Аюку. Однако помощь не была оказана, поскольку, я думаю, власти просто решили, пусть друг друга убивают спокойно, зачем. И вот тут даже тюменский воевода Ратищев писал: Аюка, Тайша, Мунчаков порубил башкирцев от Казани и до Уфы, и по Аику, и по Бирю, и по Таныпу реке. И многие башкирцы здешние были в сборе на Иртяше озере и стояли на острове, боясь воинских калмыцких людей. То есть вот такая ситуация. Хотя у царского правительства было вполне достаточно вооруженных сил, чтобы уже они сумели мобилизовать и чтобы изгнать калмыков из Башкирии. Но они не хотели. Вот же калмыки за царских людей всю эту работу выполняют. Вот, например, в распоряжении только казанского воеводы было 713 дворян и детей боярских, копейщиков, то есть пикинеров. А рейтар было 942 человека и 3800 солдат. Представляете, это огромные силы. Это можно было всех калмыков на раз выгнать оттуда. Тем не менее, вот это все продолжалось. В итоге царская власть опять начала сепаратные переговоры с Аюкой. Они убедили отказаться от поддержки восставших башкир. Хотя, опять, может, какая-то такая сомнительная поддержка, да, там непонятно, чего было, больше пользы или больше зла было от этого. И в январе 1683
1923 года Аюка шартовал, то есть дал присягу близ Астрахани на верность русскому правительству, поклялся, что впредь изменников башкирцев примем, если впредь, соединяясь с ними, учиним какие дурости, или с турским султаном, или с Кызылбашским ханом, то есть иранский шах, или с крымским ханом, и с иными иноземцами учнем ссылатися, то есть сообщаться. И за те наши неустойные и нарушенные статьи на мне, Аюке, и на всех нас, тайшах, буди гнев Божий и огненный меч. Переход на сторону правительства не остановил восстание. Восстание продолжалось с переменным успехом до 1684 года. Башкиры сделали попытку атаковать Уфу. Зашли вот они со стороны села Богородского, это Инорс, вот, потому что напрямую здесь, вот понимаете, реки? Да, вот со стороны Белой, вот через Южный мост нынешний, там невозможно было, там понятно, вот, гора, да, гора и там, хотя оттуда тоже трудно, там тоже как бы подъем, но вот, по крайней мере, они вот зашли со стороны Инорс, со стороны села Богородского, дорогу им преградил отряд дворянина Лопатина, отбил нападение. Но, тем не менее, вот с этого момента и вплоть до 20 века уфимцы совершали ежегодный крестный ход из села Богородского в город в честь спасения города в сеитовский бунт. То есть это, видимо, настолько было серьезно вот было нападение, да, страшное нападение. Ну и последнее, приведу цитату, опять автохтонный источник, вот, тюркоязычная рукопись, обнаруженная давно. В общем, разочарование в союзниках-калмыках и лидерах движения привело всех башкир к мысли о примирении с правительством, и восстание вскоре прекратилось. Вот анонимная рукопись на языке тюрки сообщает: среди башкирских ханов появился один святой, обнаружив в себе дар чудотворения, и стал призывать народ к исламской вере. Имя его Сеид Джафар. Напоследок люди и вообще башкирский народ, не считая его ханом, бросили его и перестали жить по его приказанию. Изменив ему, полюбили русских, говоря другими словами, пошли на примирение с царским правительством, Сеид Джафара перестали поддерживать. На этом восстание кончилось. Подводя итог, царская власть, правительство опять признало все вотчинные права башкир. Там многие, кстати, монастыри, которые во время восстания, вот это все, они же были уничтожены. Да, они же уничтожены, и после этого не предпринимались попытки их восстановления. И плюс публично правительство Петра I и Ивана подтвердило, что оно отказалось от намерений проводить вот такую христианизаторскую политику. И на башкирской земле установился относительный мир еще примерно на 20 лет, получается, до уже следующего восстания. Мир, он такой, всегда какие-то спорадические вспышки, они и там возникали. И в 90-х годах что-то было, такие маленькие бунтики. Но серьезных вот все башкирских движений, да, теперь это все до конца 18 века откладывается. Да, и об этом мы будем говорить в нашей следующей программе в рамках нашего цикла «История башкирских родов». Сегодня мы разбирали второе крупное башкирское восстание, которое состоялось в 1681-84 годах. У нас в гостях был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо большое, Салават. До новых встреч. До свидания.